друзья, 31 октября 2016 года Исполнительный комитет Гагаузии утвердил проект закона о бюджете Гагаузии на 2017 год. Это один из самых основополагающих документов, это наша Библия для работы на 2017 год. И Исполнительный комитет провел большую подготовительную работу в рамках разработки проекта бюджета на 2017 год. Хотелось бы отметить, что бюджет 2017 года имеет ярко выраженную социальную направленность. В проекте бюджета 2017 года запланировано около 37 миллионов лей на поддержание социальных служб и социальных программ по Гагаузии. Это в том числе и службы социальных ассистентов, и службы персональных ассистентов. Хотелось бы отметить, что впервые за последние 5 лет в Гагаузии было увеличено количество персональных ассистентов, которые оказывают услуги по уходу на дому за инвалидами первой группы. В предвыборной программе Ирины Федоровны Влах, Башкана Гагаузии, одним из главных лозунгов было, что во главе социальной политики стоит человек. Именно этими лозунгами и этими правилами мы руководствовались, когда разрабатывали проект бюджета 2016 года, в который включили впервые 3 социальные программы. Сегодня хочется отметить, что все 3 социальные программы работают. Первая – это о выплате компенсаций в холодный период жителям Гагаузии. Жители Гагаузии имели возможность и сейчас имеют возможность подавать заявления на получение компенсации в холодный период. И в данный момент проводится прием заявок, заявления, они рассматриваются и выплаты идут. Вторая программа, которая была запущена нами, социальная программа, это фонд поддержки детей. Хотелось бы отметить большую результативность именно этой программы, поскольку ряд детей смогли воспользоваться высококвалифицированными медицинскими услугами за границей, за пределами Республики Молдова, получить соответствующее медицинское обслуживание, улучшить состояние здоровья. Это и операции по пороку сердца, это оборудование по поддержанию позвоночника и ряд других медицинских мер, которые помогают спасти жизни нашим деткам. Эта программа тоже работает, и она будет продолжена также в 2017 году, поскольку средства на нее также запланированы. И третья программа, которая реализуется уже в 2016 году и была также введена Исполнительным комитетом, это программа по стипендиям в Камрадском госуниверситете. Она запущена буквально 2 месяца как. Недавно проходило заседание совместное комиссии по выплате стипендий в рамках университета, где были определены стипендиаты, которые имеют право на получение данной стипендии. Эта программа также будет продолжена в 2017 году. В проекте бюджета 2017 года включены 2 новые программы социальные. Это фонд поддержки и выплата компенсации ветеранам силовых структур Гагаузии и выплата пособий по рождению ребенка. Сегодня госбюджет Республики Молдова предусматривает пособия для родившихся деток. В прошлом году у нас на территории Гагаузии родилось около 2000 детей, поэтому мы посчитали нужным из бюджета Гагаузии также выделять пособия по случаю рождения детей в Гагаузии. И эта программа начнет работать с января 2017 года. Каждая мать, родившая ребенка на территории Гагаузии, получит соответствующее материальное пособие или помощь. На первого ребенка это 400 лей, на второго, третьего и последующих это по 600 леев. Хотелось бы остановиться отдельно на выплатах компенсаций и пособий ветеранам силовых структур. Закон о льготах и компенсации ветеранам силовых структур был утвержден в 2014 году, но эти льготы и компенсации не имели отражения ни в бюджете 2014 года, ни в бюджете 2015 года. В 2016 году мы массово всецело подключились к этому закону, к этой программе. Весь 2016 год шла работа комиссии по присвоению статуса ветерана силовых структур всем тем нашим жителям, которые в свое время
отдали здоровье, жизнь, время на создание Гагаузской республики, создание впоследствии автономии. Сегодня статусы присвоены, комиссия проработала, и мы уже в 2017 году выплаты начнутся с января месяца, поскольку не заложено проект закона о бюджете на 2017 год. 4 ноября 2017 года совместно Исполнительным комитетом и Народным собранием Гагаузии будут проведены открытые публичные слушания по проекту бюджета. В рамках этих слушаний мы готовы ответить на все вопросы, готовы выслушать все предложения, все аргументации, призываем всех быть более активными. Сегодня проект закона о бюджете вывешен на сайтах Исполнительного комитета Гагаузии, где каждый может ознакомиться, перепроверить интересующие цифры, программы. И мы рады будем сотрудничеству с любым жителем и рады будем любому предложению, которое будет высказано. Спасибо. Я хочу предложить вашему вниманию некоторые статистические данные, касаемые социального сектора, социального обеспечения в бюджете, то, что было предусмотрено в проекте бюджета на 2017 год. Значит, финансирование социальных проектов осуществляется у нас из двух уровней бюджета. Из государственного бюджета по-прежнему будут осуществляться выплаты компенсации за проезд в транспортном средстве, это 276 лей на человека, и компенсации на транспортное обслуживание лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. Суммы, предусмотренные в государственном бюджете, на следующий год не будут изменены и составят 4 183 тысячи леев. Также сохранятся компенсации по опеке, сохранятся компенсации для поддержки молодых специалистов. Это то, что касается государственного бюджета. За счет собственных средств бюджета. На сегодня у нас существует детский фонд по оздоровлению детей 2 миллиона. Эта сумма сохранится и на следующий год в таком же объеме, потому что она не израсходована была в этом году, не востребована в полном размере. Поэтому мы такой же размер предусматриваем на следующий год в бюджете. Компенсации на отопительный период, на отопительный сезон сохранятся на уровне 3 миллиона леев. Там по 100 лей идет каждому получателю 5 месяцев в году. Далее стипендии Башкана. На этот год мы уже запланировали, уточнили бюджет 160 тысяч леев. На следующий год у нас предусмотрено в бюджете 360 тысяч леев для оплаты стипендии. 400 леев каждому студенту, 100 стипендий в месяц, 9 месяцев в году будет оплачиваться эта стипендия. Что нового, как сказала Олеся Федоровна, это пособие по рождению ребенка, 400 леев на первого рожденного ребенка и по 600 леев на каждого последующего. Для этих целей у нас предусмотрено 925 тысяч леев. Если будет больше рождаемость, естественно, что мы бюджет уточним, и естественно, что мы эту сумму нарастим, потому что это нужное благое дело. И также новые пособия ветеранам силовых структур. У нас на сегодня зафиксировано 156 человек ветеранов силовых структур, и на выплату каждому человеку предусмотрено 1500 леев. Поэтому в бюджете заложено 234 тысячи леев. Как бы социальная направленность сохраняется, рост социальных инвестиций в проекте бюджета предусмотрен. Я думаю, что когда мы будем обсуждать этот вопрос по проекту бюджета на публичных слушаниях, если будут какие-то еще дополнительные замечания, предложения, мы будем рады выслушать любое замечание.